Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему «Как изменится ваша жизнь за 2 недели?». Я гадать буду на 3 колодах. Это Таро кроликов, также Таро вашего ангела-хранителя, Тайное знание ангелов и Оракул Мудрость Земли. Эти 2 колоды я отставляю в сторону. У нас с вами будет 3 позиции. На Таро кроликов сначала. Как изменится ваша жизнь за 2 недели? Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, перед вами 3 позиции. Давайте их украсим. Первая позиция — вот такой слоник. Вторая позиция — лягушка. И 3-я позиция — Божья коровка. Как изменится ваша жизнь за 2 недели? И начинать я буду с самой первой позиции, а эти 2 позиции мы с вами последние отставляем в сторону. Начинаем с нашего слона. Итак, смотрим, что карты покажут. Ну, я здесь вижу карту «Мир». Мир — прекрасная карта. Она говорит о том, что в ближайшие 2 недели вы подведете итоги очень большого периода вашей жизни. Вы скажете себе, что вы молодец, много чего сделали уже. Пусть через трудности, через дебри, через какие-то препятствия, но вы прошли, и вам пора переходить на новый уровень. Поэтому, как изменится жизнь за 2 недели? Перейдете на новый уровень. Но карта «Мир», она всегда показывает все-таки хождение по миру. А это значит, что могут быть за 2 недели поездки, командировки, переезды, переходы на новую должность, например, на новое место работы. Иногда смена обстановки. То есть, когда дома ты переставляешь все вещи, мебель, покупаешь новую мебель, что-то делаешь, ремонты всякие и так далее. То есть человек как будто что-то меняет. Он иногда начинает общаться с иностранцами, погружается в чужой менталитет, занимается иностранными языками, изучает их. То есть ему нужно выйти на новый уровень, на новый цикл своей жизни. Естественно, он развивается, он меняется. Так, вижу здесь 7 ромашек. Она показывает, по сути, что вы будете стараться делать все для того, чтобы получить качественный результат. Вы будете вкладывать свою энергию в будущее. И, соответственно, в будущем там вы знаете, что вы будете получать результаты сегодняшних действий. В ближайшие 2 недели вы постараетесь какие-то свои проекты запустить. Это значит, что, не запустить, оставить их позади, там недоделанные, а именно привести в движение. У вас какие-то были очень хорошие идеи все это время. Вы в голове их крутили, вертели, обдумывали. И в ближайшие 2 недели что-то начнете уже делать, такое хорошее, интересное. Первые шаги сделаете. И в будущем, естественно, будете знать, что да, вы получите этот результат, и все получится. Но пока вы будете молчать людям о своих планах. То есть, да и что там говорить, если вы только начинаете, правда же? Хорошо. 8 жезлов показывает, что будет очень много происходить событий в ближайшие 2 недели. Объявится какой-то человек с новостями, будет вам много чего рассказывать, вы давно не виделись. Соответственно, вы будете этого человека рады видеть или слышать, или читать его сообщения. Много нового узнаете о нем. И, соответственно, вам будет интересно, весело, и много событий как будто будет казаться, что много событий происходит, потому что этот человек много рассказывает о себе, и, соответственно, вам это интересно. Это может быть даже не один человек, а даже как несколько, иногда бывает, но это реже, все-таки чаще всего у нас небольшой круг общения, но вы получать будете очень много новостей именно в ближайшие 2 недели. Конечно, жизнь это меняет все-таки, информация идет. Будете торопиться куда-то. Рыцарь ромашек показывает, что, естественно, вам захочется сделать много вложений денежных, или хотя бы часть своих денег куда-то вкладывать, чтобы потом получать, опять же, дивиденды, проценты, или какие-то, может быть, делать спонсорские
вложения, чтобы сделать людям лучше. Но вы же знаете, что когда-то добро возвращается от Вселенной. Просто хотите там, погасить какие-то свои кармические, как кажется, долги, да, или сделать людям просто добро от души, или там, может быть, домашним животным, там, в приюты и так далее. Вот, может быть, какая-то благотворительность будет. Ну и также, конечно, карта показывает продвижение по карьерной лестнице. То есть в ближайшие 2 недели у вас может быть вполне, что вас повысят, или вы продвинетесь просто вверх, вперед, добавите себе дохода с помощью вашей работы. Вообще видно, что работы будет много, и, соответственно, раз работы много, значит много и результатов в будущем. Вы как будто бы в ближайшие 2 недели вот фундамент закладываете для того, чтобы в будущем пожинать благодатные плоды. Да? Но часть вы уже этих плодов и получаете все равно. Конечно, рост и еще раз рост именно по либо карьерной лестнице, либо больше просто клиентов, больше там товарооборота, да, больше каких-то прибавлений в деньгах. Вот. Ну, давайте посмотрим оракул «Мудрость Земли», что скажет про ваши изменения в ближайшие 2 недели, как поменяется ваша жизнь, да. Ну, Млечный Путь, естественно, показывает большие перспективы. Вот видите, там даже написано «перспектива». Млечный Путь часто это все-таки такой космос, да, прекрасное, там, красивое. Исполнение желаний, конечно. Иногда ты смотришь в небо, падает звезда, ты загадываешь желание, но обязательно у тебя сбудется. Все-таки это романтичная карта. Она говорит о том, что может быть перспективы и улучшения в личной жизни, но все-таки и просто жизненные перспективы на будущее, да, когда мы понимаем, что вот сейчас мы делаем, а потом нас ждет успех и богатство, и большое счастье, да, или известность, популярность. Конечно, хорошо. Так, океан. Возможно, вы поедете к воде, или живете у воды, тоже вариант. Но все-таки, может, вы поедете к воде. А вода – это, скорее всего, ваше место силы. И вы наберете силы, энергии, будете смотреть на воду и радоваться жизни. Вообще океан всегда показывает все-таки, что у человека в жизни все улучшается, все идет вперед. И я считаю, что это благодатная карта, все-таки благодатная. Она говорит о том, что вот есть в жизни приливы, есть отливы, есть, вот как бы смена циклов, да, смена циклов. И, естественно, когда вы понимаете, что вода подступает, нужно пользоваться возможностями, чтобы корабль уплыл. Вода отступает, значит, сиди и не жужжи, как говорится. То есть вы умеете найти баланс между тем, когда сказать, а когда промолчать, или когда действовать, а когда затихнуть, да? Так, орел. Орел прекрасная карта. Может говорить о том, что вы куда-то полетите, но, в принципе, показывает, посмотри на все с высоты птичьего полета, на свои какие-то трудности, проблемы в жизни, на свои решения. Посмотри с высоты, и ты поймешь, что с высоты лучше видно, да, лучше понятно, что произойдет дальше. Вообще карта показывает, что нужно уметь высшие силы слушать, нужно уметь поклоняться Богу и благодарить Бога за все, что у тебя есть. И, соответственно, верить в то, что лучшее еще впереди. А оно и правда впереди. Вот жизнь так изменится за 2 недели, что вы это точно поймете, что да, все лучшее впереди. Хорошие карты выпали, и могут быть действительно какие-то передвижения, передвижки. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет ваш ангел-хранитель. Какое послание мы от него узнаем? Королева мечей. Независимость, опыт, реалистичность, остроумие. Объективное принятие решений. Избавьтесь от того, что вам мешает. Относитесь к данной ситуации с юмором. Так, хорошо. И плюс влияние какой-то женщины на вашу жизнь, да, явно. Общаться будете с какой-то женщиной, что-то в связи с ней меняется у вас в жизни, да, какие перемены идут. Вот. Давайте еще посмотрим. 7 динариев. Семена хорошо посажены. Временная пауза в действиях.
вам не о чем беспокоиться. Ну, действительно, я тоже об этом говорила, да, что вы как будто бы начинаете что-то, зарождаете, да, какое-то дело там, и знаете, что когда-то вы получите плоды от этого дела. Но чтобы получить в будущем плоды, нужно сначала начать. Хорошо, шестерка жезлов, победа, хорошие новости, общественное признание или награда. Вот видите, у вас какая-то победа будет в скором времени, в ближайшие 2 недели жизнь изменится только к лучшему. Ну, вот такая у нас первая позиция. А мы идем к позиции номер 2. Наша лягушка. Как изменится ваша жизнь в ближайшие 2 недели? За 2 недели, да? Ну, 8 тюльпанов у нас выпала. Она показывает, что вам нужно будет совершить какой-то переход в скором времени. За эти 2 недели однозначно придется совершить переход, выйти из рутины своего болотца и постараться, может быть, сделать что-то яркое, интересное, такое, то, что необычное, то, что вы раньше не делали. Поучиться чему-то новому, встретить новых людей и, может быть, даже посетить какие-то новые географические места. Вот карта, в принципе, чем хороша? Тем, что человек смотрит в будущее с надеждой и знает, что если он сейчас пошевелится, если он сможет все-таки выйти из своего болотца, то все будет хорошо. Так, смотрим дальше. Ну, король морковок. Вас будет сопровождать какой-то мужчина. Этот человек может быть как любимый человек для женщины, так и хороший друг, соратник для мужчины. Король морковок всегда поддержит, наставит на путь истинный, расскажет, как лучше действовать, подскажет какие-то методы. Да? Это опытный человек, яркий человек, харизматичный, интересный, надежный. Рядом будет кто-то, кто будет вас поддерживать. Это очень важно. Совершайте свои переходы, перемены в жизни, опираясь на кого-то, кто является для вас хорошим другом и соратником. И, естественно, тогда ваша жизнь приобретет смысл, и она будет меняться в лучшую сторону благодаря каким-то взаимоотношениям, общению с близкими людьми, да, с любимыми, может быть, людьми. Ну вот кто-то рядом, белый заяц, белый кролик, да. Хорошо, белый кролик. Давай дальше смотреть. Так, 7 морковок. Но она показывает здесь, вот эта 7 морковок, что вы постараетесь, промолчать о своих планах окружающим. И не стоит их действительно посвящать, ваши планы, на некоторое время, да. Но также это карта искусства, да, искусство. Она часто говорит о том, что вы в ближайшие 2 недели займетесь каким-то искусством, и это изменит вашу жизнь в будущем к лучшему. Может быть, вы нарисуете картину. Вот у меня сестра недавно на курсы художников ходила. Такие картины красивые нарисовала, да. Там у нее и елочка, и фламинго, еще там кто-то что-то. И вы знаете, это действительно одухотворяет человека, меняет его жизнь. Он начинает понимать, что он может многое, что у него тоже есть таланты. Может быть, вы куда-то вот сходите на курсы тайком, люди потом удивятся. Ну ничего себе, какой прорыв, да, в человеке. Ну, конечно, эта карта еще говорит о том, что у вас очень много чего будет происходить в темное время суток. Но не можем мы игнорировать эти карты, да, что уже 2 карты под звездным небом выпали. Это значит, что много чего происходит именно когда темновато как-то на улице, и какие-то события вертятся, да, в вашей жизни, крутятся, а на улице темновато. Это значит, что вы либо более такой активный образ жизни по вечерам ведете, либо после работы еще что-то развиваетесь, делаете, да. Так, смотрим дальше. Колесница, ну вот все-таки поездка. И первая карта показала переход куда-то или куда-то двигаетесь, да. И колесница показывает, поездка у вас будет в ближайшие 2 недели. Это изменит вашу жизнь, это развеет вас, это даст новых впечатлений каких-то. Ну и, соответственно, достижение целей. То есть, когда вы едете куда-то, вы достигаете новых целей просто благодаря тому, что у вас много новых впечатлений, интересных, богатых и замечательных. Ну и просто это может быть деловая поездка, командировка, поездка с какой-то целью, которую вы достигнете, естественно. У поездки будет хороший результат. Хорошо, смотрим оракул «Мудрость Земли» для вас. Облака.
Ну, естественно, облака у нас выпали, и они показывают, да, показывают, что в нашей жизни не всегда бывает все так уж сразу же безоблачно и хорошо, да. Иногда бывает, что вам нужно столкнуться с какими-то малюсенькими препятствиями, чтобы изменить свою форму. Вообще облака меняются каждую минуту, каждую секунду. Вот вы из облаков составленную уже птичку там увидели на небе, да, через минуту посмотрели на небо, облака уже сложились в сердечко, потом они сложились в цифру 9, а потом вообще в непонятную кучку. То есть все постоянно меняется. Вот у вас жизнь подобна облакам. Вы иногда сталкиваетесь с небольшими проблемами, потом все меняется, потом все идет в вашу пользу, потом опять в пользу других людей и так далее. То есть наша жизнь, она действительно очень сходна с облаками. Она подобна им. И у вас в ближайшие 2 недели будут, да, облака иногда на небе. Но ничего страшного, они развеются, поменяют свою форму и выглянет солнце. Цветок лотоса, между прочим, это благословенный символ. Высшие силы вас только что через цветок лотоса благословили на ближайшие 2 недели. Это совершенно точно. И мы понимаем, что вас как будто бы, ну, вот как-то взял, да, Бог поцеловал в макушку и говорит, что вы раскрываете себя, свои таланты, вы раскрываете свой новый потенциал, вы раскрываете свою душу перед кем-то. И да, могут быть какие-то признания в ближайшие 2 недели. Например, в любви друг к другу, предложение руки и сердца, могут быть предложения жить вместе, предложение стать парой или познакомиться. Но вот это именно взаимное раскрытие души друг перед другом, раскрытие личности, раскрытие эмоций, признание в том, в чем человек не мог долгое время признаться, раскрытие информации, которая таилась от вас, а вы хотели ее давно узнать. И вот это все и будет происходить, да, как изменится ваша жизнь в течение 2 недель. Но, естественно, вы узнаете эту информацию, которая была скрыта от вас. Может быть, вы познаете чью-то душу, которая раньше вам была непонятна. Но, по крайней мере, наконец это все вскроется. Дерево. Ну, вы будете расти, вы будете не просто расти, а укрепляться. У вас может произойти исцеление внезапное или просто сильное улучшение здоровья в ближайшие 2 недели. Ну, а также можете пообщаться с родственниками, сильно окрепнуть, почувствовать энергию, почувствовать свою силу. И вы знаете, это дерево, оно на каждой карте, да, на каждой карте, вот на рубашке. И не просто так его здесь изобразили, оно символ колоды. И, естественно, оно символ роста, оно символ приумножения в вашей жизни. И такое дерево, это, как и цветок лотоса, настоящее благословение для вас. У вас будут очень загадочные 2 недели. Жизнь действительно изменится кардинально. Вы с кем-то, ну, явно как будто как поговорите, очень важно. Так, хорошо, что скажет ваш ангел-хранитель? Рыцарь чаш, эмоциональность, романтичность, энтузиазм, созерцательность. Влюбленность или предложение руки и сердца, вот что я говорила, да, уже. Потребность уравновесить эмоции, приглашение на неофициальную встречу. Угу, интересно. Император, послание архангела Михаила. Организация и логика, структура и дисциплина, лидерство. Какой-то мужчина будет влиять на вашу жизнь. Это совершенно точно. Здесь вот прям рядом находится. Но вам еще и могут в любви признаваться, и вы в ответ. Как интересно, да? У вас прям любовная в ближайшие 2 недели. Ну, вот он, король жезлов, мотивация, совершенство, амбиции, харизма. У вас не один мужчина, 2 или 3 даже рядом, да? Сосредоточьтесь и еще раз сосредоточьтесь. Будьте проницательным, будьте лидером, давайте советы другим. Вот видите, вам еще и ответственность нужно проявить, да, в ближайшие 2 недели. Вы еще и лидерские позиции можете занять. Ну, такая позиция номер 2, довольно интересная, необычная. Хорошо. Давайте посмотрим позицию номер 3. Как изменится ваша жизнь в ближайшие 2 недели или за 2 недели, да? Давайте посмотрим. Итак, мы здесь видим 4 морковок. 4 морковок показывает, что сначала вы будете в паузе, да, вы задумаетесь, и вам нужно будет действительно что-то обдумать.
Вам нужно будет смотреть за горизонт и строить планы на будущее. Вам нужно будет посидеть в тишине, с кем-то помолчать, потому что кто-то как будто бы не разговаривает с вами или не желает выразить вам свою душу, свои мысли, свое сердце, высказать то, что накипело на душе. И вам придется задуматься, вам придется побыть отдельно и понять, что не все бывает сразу, да, что не все сразу высказывается, что не все сразу раскрывается. И, конечно же, эта карта, она сразу же явила вам, да, вот это вот, что вы будете немножко ожидать чего-то. Хорошо. Шут. Потом у вас начнется яркое, невероятное приключение. Вы пуститесь в это приключение, как маленький ребенок, который идет за конфеткой. Вам будет весело. Вы, возможно, пойдете на праздник, вечеринку или куда-то с друзьями. Более того, шут показывает, что, может быть, это будет новая компания или новые люди в этой компании, и вы познакомитесь с этими людьми, вам будет необычно, вы будете познавать этих людей и чувствовать себя расслабленно. Я бы так сказала, что вы же не знаете, куда вы идете, не знаете, чем рискуете, но вам на это без разницы. Естественно, шут часто показывает начало нового дела, начало нового приключения или даже новой жизни, новых отношений. Да? Хорошо. Что еще? Как еще изменится ваша жизнь? Король палок. Да? Карта четко показывает, что в вашей жизни, на вашу жизнь будет влиять какой-то мужчина. Очень яркий, интересный, харизматичный человек с завышенными лидерскими качествами и желанием контролировать. Если вы женщина, это явно кавалер, который будет к вам проявлять себя, проявлять инициативу. Но это как новый знакомый все-таки я вижу. Если вы мужчина, вы кому-то проявите инициативу. И эту инициативу будет женщина явно приветствовать. Так, мы здесь видим десятку ромашек. Она показывает, что после того, как у вас развернутся какие-то события в плане личных отношений, вы немножко успокоитесь, и опять же начнется период какого-то затишья. Вроде бы в жизни всего будет хватать, особенно денег. Финансовое изобилие явно здесь присутствует. Может быть, даже вас наградят деньгами, дадут их больше, или вы больше будете клиентов обслуживать, или товара больше продадите, получите больше выручки. Идет именно финансовое прибавление, улучшение финансового сектора в вашей жизни, но при этом и какая-то пассивность. Вот лежу я на боку, а на меня деньги сыплются, да? Вот мечта любого. Зона комфорта какая-то получается. Иногда карта показывает дела с недвижимостью на самом деле, то есть покупка недвижимости, покупка, перепродажа и так далее. Хорошо, смотрим наш оракул «Мудрость Земли». Полная луна. Интересно. У вас в жизни произойдут трансформации, изменения благодаря полной луне или благодаря просто циклам луны, потому что это вы можете смотреть видео в абсолютно любой момент вашей жизни. Да? И, естественно, карта «Полная луна», она показывает, что вы и подвержены влиянию Луны, да? Вам нужно будет завершить один цикл жизни и начать другой. Все будет меняться, и вы будете меняться вместе как будто бы с энергиями, окружающими вас. Задумайтесь над тем, что вы хотели в ближайшие 2 недели все-таки оставить в прошлом, и что бы хотели начать новое и интересное. Если вы это запланируете, это будет для вас проще. То есть оно и случится, как говорится, то, что вы себе придумали, да? Пещера. Пещера, она показывает, что иногда нам нужно укрытие. То есть иногда нам нужно сделать так, чтобы у нас было место, в которое мы можем прийти и чувствовать себя спокойно, уверенно, да, как святилище какое-то. Посетите храм, посетите, может быть, мечеть, если у вас другая вера, да, то есть в храм по вашей вере. Постарайтесь раздать бедным. Карта четко показывает, что высшие силы благословят вас, но вам все-таки нужно иметь
вот некую зону комфорта, что ли, где вы могли бы сесть и все обдумать, где вы могли бы помолиться в тишине и спокойствии. И, соответственно, это будет улучшать вашу жизнь, менять ее именно к лучшему, да? Хорошо. Музыка. Часть гармонии своей жизни вы подчерпываете в музыке. Звуки. Вот что такое звуки? Они ведь тоже родились вместе со Вселенной, да, некоторые звуки, особенно звук Ом. И, по сути, может быть, с помощью каких-то звуков вы можете настраивать свое сознание на позитивный лад. Может быть, в ближайшие 2 недели ваша жизнь изменится благодаря какой-то музыке. А может быть, вы занимаетесь музыкой или связаны с ней каким-то косвенным образом. Но также это просто карта гармонии. Вы обретете гармонию, внутреннюю гармонию в ближайшие 2 недели. Это очень хорошо, потому что многие из нас сейчас находятся в энергиях хаоса и в энергиях внутренней разрозненности. Вот особенно влияние, кстати, лунных энергий очень потом сказывается на таких людях, они становятся хейтерами на YouTube. Давайте теперь посмотрим послание вашего ангела-хранителя. Паж мечей. Последовательность, честность, импульсивность, любознательность. Стимулирующая информация, задержка или изменение планов. Ну, вам нужно сначала запастись терпением и узнать информацию получше, прежде чем осуществлять-то ваши планы. Хорошо, смотрим дальше. Рыцарь Динариев. Верность, преданность, благородство, доброта. Пришло время, чтобы взяться за дело и добиться цели. Соблюдайте свои обязательства. Ангел-хранитель с вами. Ну и просто здесь косвенно видно, что все-таки рядом какой-то мужчина, да. Ну и нужно добиться своей цели, конечно. Соблюдайте свои обязательства, выполняйте. Так, и следующая карта. 4 чаш. Упущенные возможности, недовольство или скука. Откройте свои глаза для новых возможностей. Вот вы концентрируетесь будто бы на том, что вы давно в жизни когда-то упустили. И все вспоминаете. А зачем? Если нужно думать о том, какие возможности перед вами открываются, и хвататься за них. Переключите ваше внимание, это очень важно. Ну вот такие у нас были 3 позиции. Напоминаю, что завтра, 14 декабря, Экадаши, кушать нельзя, да, кушать нельзя. Чуть-чуть водички можно попить, а кушать нельзя. Если не будете завтра кушать, Бог благословит вас до 7 колена. И также говорят иногда, что уходит карма негативная аж с 3 последних жизней. Ну, вот кто как, на самом деле, еще зависит от самого Экадаши, но на самом деле можно много грехов списать просто за 1 день, если не кушать. Поэтому воздержитесь от лишней пищи или от пищи лучше вообще, или посидите на овощах и фруктах завтра. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч. Ой, Элайф на канал Элайф. Всем пока и до новых встреч.